Вы смотрите новости, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Мирнинском районе во время игры с собакой погибла девочка. Тем временем в Якутске после гибели женщины продолжают отлов безнадзорных животных. В новогодние выходные увеличивается количество происшествий. Озвучим сводку по пожарам и обращениям в скорую помощь в Якутске. Гордость якутской футбольной школы. Полузащитник подмосковных «Химок» Артем Соколов прилетел на родину и провел мастер-класс для молодежи. В Мирнинском районе погибла девочка во время игры с собакой. По факту гибели 8-летней девочки в городе Мирном возбуждено уголовное дело. Установлено, что ребенок скончался в момент игры с домашней собакой на огороженной территории. Следов укусов не имеется. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Мирнинским межрайонным следственным отделом СУИСК России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». По факту обнаружения тела 8-летней девочки на территории частного жилого домовладения в городе Мирном. Установлено, что ребенок скончался во время игры с домашней собакой. Следов укусов на теле не имеется. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Между тем, немало домашних собак находится в пункте передержки безнадзорных животных Якутска. С начала года отловили более 100 животных, в том числе и собак на самовыгуле. При установлении владельца он обязан понести расходы за отлов и транспортировку животного, а также оплатить содержание собаки и маркировку. В среднем это стоит около 3500 рублей. Напомним, по федеральному закону собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и через 30 дней возвращают в прежнюю среду обитания. Но в связи с морозами, начиная с ноября в Якутске, объявлен мораторий на выпуск собак. И сейчас в пункте передержки по улице Чеченко находится порядка 1000 животных. В Беларуси на 120-м километре трассы М8 в Витебской области автобус с российскими туристами столкнулся с легковым автомобилем «Рено». По данным Минздрава страны, автобус в результате столкновения опрокинулся. Водитель «Рено» погиб на месте. В Следственном комитете отметили, что в автобусе находились 42 человека, большая часть которых граждане России, ехавшие в Беларусь на экскурсию. Пострадал 41 человек, предварительно 6 пассажиров автобуса находятся в тяжелом состоянии, 18 средней тяжести, остальные легкой степени. Возбуждено уголовное дело, пострадавших доставили в больницу. Тем временем на дорогах Якутии госавтоинспекция несет службу в усиленном режиме. До 9 января проводят рейды и массовые проверки водителей. За одни сутки 2 января составили 510 протоколов об административных нарушениях. Выявили 18 нетрезвых водителей, из которых 3 сели за руль в пьяном состоянии повторно. Отстранены от управления автомобилями 30 человек без водительского удостоверения. Зафиксировали 2 дорожно-транспортных происшествия в Нерюнгринском районе в городе Якутске. Кроме того, 31 пожар с начала года зафиксированы в регионе, из них 21 в жилом секторе. Травмы получили 3 человека, 2 из них дети. Об этом нашему телеканалу сообщили в Главном управлении МЧС России по Якутии. Основными причинами пожаров специалисты называют нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, а также неосторожное обращение с огнем. Спички, зажигалки, сигареты храните в местах, недоступных детям. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. И не оставляйте без присмотра работающие газовые и электрические приборы. Не применяйте самодельные электроприборы. Также не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками. И не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами коридоры, люки на балконах и лоджиях. Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить. При возникновении пожара немедленно звоните по телефонам службы спасения 101 и 112. Также в период новогодних выходных увеличилось количество обращений в станцию скорой медицинской помощи. В столице в день поступает в среднем 600 вызовов. Чаще всего граждане обращаются с болезнями сердца, органов дыхания и обморожением. Кроме этого, с 1 января увеличились случаи бытовых и криминальных травм. А вот обращений с ожогами от фейерверков не зафиксировали. От общего количества обращений в скорую помощь в сутки 40 приходится на выезды к ковидным больным.
Мы выезжаем на коронавирусную инфекцию, да. У нас есть специализированная бригада, которая именно занимается, ездит на такие вызова. И она именно занимается транспортировкой ковидных больных тяжелых в стационары. Да, нагрузка, конечно, выросла. Сейчас нам добавили одну бригаду, работает 25 бригад. В палате интенсивной терапии Тампонской центральной больницы нет выходных дней. Борьба за жизнь идет каждую минуту. За прошлый год вылечили 80 пациентов. О буднях отделения в материале Марии Винокуровой. У реаниматолога-анестезиолога Тампонской райбольницы Николая Никонова каждый день суровые будни. Болезнь не выбирает праздник или рабочий день. Вместе с ним в палате интенсивной терапии трудятся 3 медсестры-анестезиста, высококвалифицированные практикующие специалисты и главные помощники 2 санитарки. Коллектив хороший, сплоченный. Сразу говорят, что с больной или больным, поэтому быстро реагируем на все ситуации. Тут могут работать выдержанные, стрессоустойчивые и, конечно, все манипуляции должны уметь медсестры. Тенденция такова, что на больничных койках оказываются те, кто не вакцинировался или вовремя не ревакцинировался. Пациентка Людмила Мандоева в ожидании второго результата ПЦР. У нее медотвод от вакцины, но болезнь настигла ее в самый неподходящий момент, в предновогодние дни. Тут очень внимательные, добрые, чуткие врачи. Они работают. Они за 2 недели меня поставили на ноги. Работали, рядом со мной они были и днем, и ночью, в будни, в выходные дни. Врачи очень внимательные, очень хорошие врачи. А медсестры так вообще молодцы. Ну вот, это коронавирусная инфекция, осложнившаяся двухсторонней полисегментарной пневмонией. Видите, на всех отделах прошло. Медики на постоянной связи с коллегами из Якутска, которые оказывают телемедицинскую консультацию. В борьбе с COVID-19 в 2021 году по линии Республиканского министерства здравоохранения поступили наркозно-дыхательный аппарат и аппарат ИВЛ, используемый для неинвазивной вентиляции легких. Тем не менее, в реанимационном отделении остается потребность в аппарате искусственной вентиляции легких. Большое спасибо нашим клиническим лабораториям, лаборантам, заведующему Величко Наталье Николаевне за такую помощь. Мы каждый раз заказываем в день много анализов, они все делают. У нас уже начали делать додимер, раньше не было. Натриевый уретический пептид тоже не было. Уже лаборатория у нас делает все почти. Пожалуй, единственное новогоднее пожелание для всех пациентов – выйти отсюда живыми и здоровыми. Именно здесь люди начинают ценить не только свое здоровье, но и труд медиков, которые работают в красной зоне денно и ночно в борьбе за жизнь каждого. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Сейчас о спорте. Воспитанник тренера Василия Ивочкина, капитан молодежной сборной России Артем Соколов провел пресс-конференцию в Якутске. На встрече обсуждали развитие юношеского футбола в России. Кроме того, профессиональный футболист показал мастер-класс для юных любителей игры с мячом. Напомним, первые шаги в футболе Соколов сделал в составе детской команды «Пульс» в Якутске, после чего играл за юношескую и основную команды столичного Чертанова. В настоящий момент он выступает за подмосковные «Химки» в российской футбольной премьер-лиге, сильнейшем дивизионе страны. Я уже говорил, что он очень быстро мыслит, координированный, технически готов очень хорошо. Самое главное качество все-таки это его целеустремленность и желание развиваться, не останавливаться на достигнутом и стремиться к своей цели. Для любого ребенка, футболиста, цель все-таки стать футболистом, профессионалом. Вот мы общаемся с Артемом, он уже стал взрослым, уже, естественно, у него такие взрослые мысли, взрослые взгляды и взрослые цели. И понимаю, что парень находится на верном пути своего развития, и мы верим, что он станет футболистом. Я думаю...
В первый день юбилейного для республики года столетний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны, ветеран речного флота Степан Платонович Дроздов. От имени Айсена Николаева с вековым юбилеем ровесника республики поздравил постпред Якутии в Москве Андрей Федотов. Наша съемочная группа побывала на улице маршала Тухачевского в числе первых гостей легендарного якутянина. 100-й юбилейный день рождения Степан Платонович Дроздов встречает в семейной обстановке. Почетный юбилейный знак под номером 1 вручается ровеснику постоянного представительства Якутии в знак глубокого уважения ветерану войны и его личным заслугам перед республикой. Выполняя поручение главы республики Айсена Сергеевича Николаева, хочу вас поздравить с вашим замечательным юбилеем. 100 лет прожить, дай Бог, каждому. Да, ваше поколение – это особо крепкое поколение, которое прожило очень настоящую, непростую жизнь, но вы победители. Вы поколение победителей. Спасибо. Вот. Мы восхищаемся вами, очень любим вас. И я думаю, что мы всегда и в дальнейшем будем вместе с вами. Но я думаю, что мы будем брать от вас пример. Да, хотим тоже дожить до 100 лет. Точно. Да. Степан Платонович окончил речной техникум в 1942 году. Тогда выпускники речного техникума получали военную бронь. Но Дроздов в числе добровольцев ушел на фронт. Служил авиамехаником, техником авиаэскадрильи под Ярославлем. После демобилизации вернулся в Ленское речное пароходство, где прошел путь от диспетчера до заместителя начальника пароходства. Когда я уже после армии пришел, так начал немножко поработал в Якутском порту. Меня сразу в Осетрово, а Осетрово только расстраивалось. Так. И там ни много ни мало 10 лет с семьей, детишки все там 3 родились. Так. И, конечно, работать мы умели с утра до ночи. Нет уголка в Якутии, где не побывал бы Степан Платонович. Витим, Алёкма, Алдан, Вилю и Колыма, Яна Индигирка. В Якутии на олене матушки прошла вся его славная трудовая биография. Завозили стратегические грузы, строили школы, детские сады. Речники помнят, что благодаря инициативе Дроздова в Жатае был построен колесный буксирный теплоход «Механик Корзейников», а также выросла плеяда капитанов-речников, несущих трудовую вахту на северных реках. Нет такой точки, где бы я не был. Нет такой точки. Или я должен по заданию, или сам. Всем якутянам, речникам, пароходству желаю успехов в труде, конечно, в труде и творческом труде, и осваивать, где мы еще, может быть, и не освоили, так, осваивать и осваивать. Степан Платонович, несмотря на почтенный возраст, активист якутского землячества в Москве. В 2015 году он был удостоен номинации «Якутянин года». Будучи на заслуженном отдыхе, первый юбиляр столетия республики издал авторскую книгу «От Илги до Арктики», где поделился о том, что мечтает снова проехать по линии от Джигалова до Тикси. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва. На этом наш выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.